Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Этот ролик я записываю персонально для наших братьев, казахов, киргизов, которые в далеком 1944 году приняли чеченский и ингушский народ в своих степях, а также и в своих домах, маленьких, небогатых, бедных даже и голодных, но приняли и поделились тем, что у них есть, и по сути, можно сказать, спасли наш народ от неминуемой гибели, в том смысле, что и так потеряв огромное количество, десятки тысяч людей в дороге, которые умирали в вагонах скотским, единственное, что было, это солома, насквозь продуваемые вагоны, когда всю дорогу трупы выкидывали буквально на рельсы, не имея возможности хоронить, доехали туда, и первые дни, первые месяцы самое сложное, чтобы обосноваться, получить какой-то кров, который, если был предусмотрен советским режимом, эту первую волну голода, холода взял на себя непосредственно казахский, киргизский народ. И мы, сыновья, внуки тех людей, которых вы приняли, их спасли, обязаны быть и будем всю жизнь благодарны вам, будем передавать эту благодарность своим потомкам, чтобы они, в свою очередь, были всегда благодарны вам. Чтобы где бы они ни встретили казаха, киргиза, чтобы они понимали, что, возможно, он внук, правнук, сын тех людей, которые приютили эти добрые люди. Хвала Аллаху, который дал вам эти великодушные сердца и отправил нас именно туда, а не в основном не в Сибирь. Хотя общем мы называем высылка Сибирь. Мы любую возможность отблагодарить казахов используем. Если казах приезжает в Чеченскую республику, в Ингушетию, они всегда будут желанными гостями в каждом доме. Любой дом будет их дом. И если там кто-то к ним холодно отнесется, знайте, что он не чеченец и не ингуш, значит, он не претерпевал вот эту боль и страдания от выселения. И часто, говоря о казахах, кстати, хочется подчеркнуть один момент, что мы не упоминаем киргизов, братьев, понимаете? Киргизы тоже внесли огромную лепту, просто в меньшей степени наши были туда высланы. Но мой старейшина с моего рода, Ибахиев Магомед, еще в прошлом году сказал интересную вещь, что киргизы очень сильно помогли чеченцам, и что именно Киргизстан, даже чеченцы раньше стали на ноги, чем даже в Казахстане, учитывая, что с весны киргизы отдавали лучшие пахотные земли, поселяли их там, где ландшафты, природа была похожа на те горы, откуда пришли чеченцы, и более знакомый ландшафт, все, чеченцы быстро там освоились. То есть, говоря о казахах, знаете, что мы говорим и о киргизах тоже. Два великих народа степи. Не будь киргизы такими великодушными людьми, Аллах им не дал бы величайшее озеро под названием Иссык-Куль. Это жемчужина природы мирового масштаба, учитывая, что это озеро находится в горах. Эти люди отдали последнее. Они отдали последнее, да, потому что отдали бы, действительно последнее даже оставалось. А насколько было сложно нашим родителям, мы это знаем не по книжкам, не по рассказам кого-то, мы знаем это от первых уст, нам рассказывали наши матери, бабушки, дедушки, через что приходилось им проходить, через какие морально-нравственные преграды приходилось переходить, и чтобы сохранить себя как мусульман, как чеченца, на что им приходилось, опять же, идти. Это очень сложные моменты. Поэтому, дорогие наши братья, знаете, что мы всегда будем делать за вас дуа, будем всегда желать вашему краю мира над головой, и всегда будем вас ждать здесь в гости. И любовь
казахам, казахскому народу прививалось к нам с детства. Потому что наши матери, дяди, отцы, они говорили на казахском в совершенстве. Они даже между собой разговаривали на казахском, нравилось говорить на казахском. Дядя мой писал стихи на казахском языке, он печатался даже в Казахстане до последнего. Помню, как моя мать в детстве, я был в садике, мне еще не было 4 лет, меня научила мне вот стишок казахский. Я не знаю, насколько правильно я вот произнесу это. Вот был напев пам-пам парарам, вот апискин харанан, харанан да табалмас, енбек енбез даладан. А потом уже мне она объяснила, что это означает. Ну, смысл там был такой, что вот оно, вот черный хлеб, который возвращен в чистом поле, но его у тебя не будет, если ты не будешь трудиться там и так далее. То есть это мне напоминало, чтобы я не ленился, чтобы я что-то делал и так далее. И я это запомнил. Всякий раз, когда я что-то делаю, я напеваю вот этот куплет, хотя бы уже из-за даже памяти к своей матери. Как-то так, братья. Поэтому Казахстан, казахи, киргизы – это народы из многих народов, которые наше поколение часто слышало от наших близких людей, и считаем вас близкими, родными, и хотим продолжать эту тенденцию. Я сам и в молодости, в юности даже познал, насколько гостеприимный народ казахи, потому что несколько лет на летние каникулы в семейной бригаде моего дяди мы ездили в Казахстан, как тогда называли, на шабашку, чтобы зарабатывать за лето, в принципе, будучи учеником, ребенком, который ходил в школу, можно было заработать хорошие деньги на самом деле. Это была Актюбинская область, это просто полоса вот этих вот, начиная с Журуна, где мы только не работали, Михайловка, поселок Калинина, Амансай, Жантурмыс. И вот все вот эти вот места настолько сейчас вот тепло отзываются у меня в сердце. Строили коровники, разные строения, ремонтировали фермы. Конечно, о чем мы только там не делали. С каким, опять же, с какой добротой к нам относились, опять же, эти же казахи с нашего, например, того же Калинина, с Михайловки, постоянно приглашая себе, постоянно бешпармак, постоянно вот, наверное, я тогда вот это вспоминаю, наверное, им казалось, что раз чеченцы приехали, их всегда надо поддерживать, потому что им казалось, что еще с тех пор, что мы вещи не доедаем, не добиваем. Нет, у нас все было шикарно, конечно, все было. Даже за любое вот малюсенькое то, что им поможешь, они почему-то притаскивали баранов, но просто приходилось от них отказываться, чуть ли дядя не дрался с ними, чтобы сказать, мы помогли от души, это как взаимопомощь, как белхи, не для того, чтобы вы нам чем-то платили. Нет, забирайте барана. Вот такие вот люди были. Благодарен по сей день. Так что ассаляму алейкум всем вот жителям вот этих вот селений, где я был, Михайловка, Амансай, Калинина, Жантурмыс и так далее. Дай Аллах, чтобы то, что вы сделали ваши родители, тысячекратно, я не сомневаюсь, было возмещено им в раю. Дай Аллах, чтобы именно этот период стал для вас залогом будущего вашего благосостояния и счастья в каждой семье. Мы наследие тех людей, которых вы спасли, будем благодарны вам вечно.